Приветствую всех любителей и почитателей якутского кино. В эфире программа «Кинозавод». Так замечательно, что у нас есть свой международный якутский кинофестиваль. А в этом году родился еще новый фестиваль «Доброе кино», который проводит Якутская епархия. А еще больше радует нас то, что наши кинематографисты выезжают за пределы нашей республики, даже за пределы нашей страны для участия в всемирных международных кинофестивалях. И оттуда привозят очень значимые призы. Я хотела бы познакомить наших зрителей с нашими гостями. Фена Пластинина, сценарист и режиссер документального кино, лауреат российских и международных конкурсов, лауреат государственной премии в области журналистики Республики Саха-Якутия. Альбина Данилова, киноэксперт. Сардана Савина, куратор Якутского международного кинофестиваля, организатор сообщества «Киноклуб». Жанна Дуари, продюсер документального фильма «Джогэй Аи» режиссера Сергея Потапова. Сергей Егоров, артист театра и кино. Счастливые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Долгая дорога вела к победе. Много памятников по обочине этой дороги. Много музеев, памятников скорби и радости. Но вот такого музея вы, пожалуй, не видели нигде. Это даже не музей, это сама жизнь. Давайте сделаем один только шаг во времени. Bukan, tidak caida. Jadi yang mana kita buat? Awat karena tidak. Иногда сама одна сижу так и вспоминаю вот в этом доме, как жили, как братья старшие работали в колхозе, как отец работал. Все вспоминала и плакаю. Старший брат Ксенофон Федорович уезжал в армию в 1942 году, а умер в Сталинградской обороне в ноябре 1942 умер. Отсюда началась до четвертой братья всегда черные письма, черные. Ой, мама, сколько плакала, я тоже с ним сколько ревала. Я очень хотела бы похвастаться и рассказать нашим зрителям о Фене Юрьевне. Она недавно съездила на фестиваль в Санкт-Петербург, который проводит Национальная ассоциация телерадиовещателей России, а называется «Герой нашего времени». Я хочу сказать, что фестиваль НАТ – это вершина всех фестивалей, да, которые проводятся у нас в России. Потом идет ТЭФ, Лавры и так далее. И поэтому попасть на этот фестиваль, а тем паче быть отмеченным на этом фестивале, только можно мечтать и гордиться, если ты получаешь там награду. Потому что в состав жюри входят очень маститые мэтры телевидения, которые его основали, которые до сих пор работают и являются для нас примером, а их работы, это кладезь.
Фестиваль был 10-й, юбилейный. По-видимому, не зря был выбран город Санкт-Петербург, ведь ему одному из первых городов было присвоено звание города-героя. Всего номинаций было 7. В каждой номинации с очень красивыми названиями. Это и «Чистая планета», «Победа и победители», «Открытие», «Вдохновение». И всего работ на фестиваль было представлено 207. 156 городов России участвовало в этом фестивале. Ну, представляете, какой масштаб, да, какое количество работ, и как плодотворно и тяжело было жюри отбирать эти работы. Но плюс ко всему было еще жюри народное, которое тоже участвовало в голосовании, в выборе работ. Это сами санкт-петербуржцы во главе с губернатором Санкт-Петербурга. Ну, поскольку я, будем говорить так, уже закаленный мэтр в фестивалях и российских, и международных, да, и очень люблю фестивали, потому что для меня это огромный стимул и допинг, и для вот моей дальнейшей работы. Я все время в тонусе, потому что не секрет, что мы стоим на широком потоке, да, и каждую неделю выдаем программу. И сделать за это время фильм, о котором ты мечтаешь, в который вкладываешь все, что ты можешь, чему тебя научили твои учителя, это много очень значит, да. И потом ты знаешь, ну, настоящий режиссер-профессионал, он все-таки дерзок должен быть, да, самоуверен должен быть, и он должен точно просчитывать, на какой работе он может выиграть. Не знаю, плохо это или хорошо, но я вот, не знаю, была очень уверена, что из их победы стрельнет. В годы войны мы не видели такого яркого солнечного дня, и нам казалось, что это угар войны. Без конца объявляли налог за налогом, поборы за поборами. Все шло для фронта. Люди весь скот свой забили и сдавали мясо, а самим оставались только шкуры. Эти шкуры варили и ели. Старик, 74 года, остался с 2 внуками-сиротами. Тяжело было ему видеть, как умирают дети от голода. Вот он и забил свою собственную кобылу, хотя было это и запрещено. Так кто-то и донес на него, и сразу же забрали его в тюрьму. Там он и умер. Таков был суровый закон военного времени. Мы использовали хронику, но хроника иного плана. В этом нам в свое время помогло очень кинохранилище. Это настоящий, Вот фильм из их да, победы. настоящий фильм, настоящие кадры, которые были отсняты в 1945 году. И я считаю, что они равноценны кадрам, я думаю, Альбина, как эксперт со мной согласится, кадрам парада 1945 года. Мы провели своего рода расследование и нашли тех героев, которые были отсняты в 1945 году. Вы знаете, мы не ожидали, а они так нарядились, их переполняло огромное чувство вот, гордости того из цеха, да? И вот бывает так, когда делаешь фильм, надо, чтобы ты проникся окружением, да? А у нас получилось так, что мы прониклись окружением, и окружение прониклось с нами. И поэтому в ходе работы фильма появились такие нюансы и такие вот тайные там моментики в фильме, которых мы даже не мечтали и не ожидали. И они вошли в фильм. Вдруг услышали, что на центральном тюзельге фотографируют. Мы, дети, туда побежали и увидели там мужчину высокого роста. На плечах
какая-то палка торчит. А это, оказывается, такие пиджаки с плечиками. А нам было так интересно, что за палка торчит. Это были такие серые пиджаки. А у него еще был аппарат какой-то странный, вот на 3 или на 4 ножках. И снимает он не с одного места, а все время бегает. Снимок я смотрю, и прямо вот сразу перед глазами появляются те дни, времена. Сразу вспоминаешь. На месте торжества возводятся специальные сооружения, тюфельге. Поляна украшается молодыми березками. Изделия знатных якутских мастеров, посуда для кумыса чароны. Чтобы ярче блестел орнамент, чароны натирают маслом. В истории бывают такие моменты, когда два факта объединяются в одно большое и важное событие, в основе которого вера, надежда, любовь. 70 лет назад национальный праздник Эссех превратился в Эссех Победы. Он объединил в себе и тех, кто дождался с войны своих родных и близких, и тех, кто продолжал верить и надеяться в их возвращение, и продолжал любить. В тот торжественный день все самое ценное, что было в доме, они принесли сюда, на общее большое торжество, имя которому Эссех Победы. Когда даже в кулуарах разговариваешь с членами жюри, слышишь, что мнение, очень разное, да. И хотя коллеги многие вот в обсуждении, когда мастер-классы идут, они подходят, говорят разумные какие-то замечания, другие хвалят очень работу, да. Но все пришли к такому заключению, что она резко отличается от работ, которые были представлены в нашей номинации. И для меня этого было достаточно. Я поняла, что все, ребята, я заберу у вас приз. Я его забираю. Вот. И когда было закрытие фестиваля, прогремели красивые фанфары, там ведущие отговорили свой торжественный текст. И первыми приглашается на сцену и называют «Национальная вещательная компания «Саха». И вот тут, конечно, наступает какая-то минута тишины, а потом овации. И мы идем получать этот приз. Потому что у этого фестиваля нет гран-при у НАТО, да? Есть, гран-при равняется награда того города, в котором проходит этот фестиваль. Получается, что хотели, то и получили. Да. Получается, у вас документальный фильм с художественными элементами, да, вот именно он не в чистом виде. Это новое направление, вы же говорили, что вот побывав на фестивале, вы узнали, что очень много направлений в документаристике появилось. Целое направление, причем самое интересное, да, и оно настолько, мне кажется, по своим эмоциям порой перебивает художественный фильм, да, потому что все-таки жизнь, она ярче, она богаче. Когда проходил международный фестиваль якутского кино, ведь у Потапова тоже работа. Документальный фильм с элементами художественной выразительности. И это замечательно, потому что как разрастается... Вот было классическое документальное кино, да? А сейчас есть, посмотрите, документальная комедия, документальная драматическая хроника, документальное расследование, документальное размышление. Море работы, море работы. Бери работы только в документалистике.
Я съездила на кинофестиваль «Движение», президент Артем Михалков. И наша работа, наш фильм был представлен в документальной программе «Движение жизнь». Было представлено 8 работ, и они очень сильно отличались друг от друга и хронометражом, и содержанием. Наш фильм был, как выбрал программный директор Стас Тыркин, это в его видении новый вид, новое веяние в документальном кино, как он назвал, почему именно в эту программу он включил нас. Наш фильм приняли очень тепло, сперва были сомнения, и сдружились достаточно-таки близко со всей группой документалистов, которые представляли свои фильмы. И мы тесно очень общались между собой. Они были поражены тем, что фильм настолько глубок, настолько философский, настолько... Тоже тема ИСЭХ, мы его снимали в 2013 году, в течение празднования ИСЭХа, это было 2 дня. У нас было 4 оператора и 2 героя. Павел Чинянов и Аля Поесеева. То есть наши герои были внедрены в документальное пространство, там не было актеров, вся эта масса, которая людей праздновали ИСЭХ, они не знали, что они снимаются в фильме, знал об этом только наш герой. Конечно, у нас нету бюджетов многомиллионных, нету продюсеров таких крутых российского уровня, но тем не менее, на кинофестивале очень много было мастер-классов, где говорилось, что нехватка сюжетов, нехватка сценаристов. В общем, нету людей, которые жертвуют своими годами, нет сценаристов, которые 10 лет готовы в стол писать сценарии, чтобы одну работу какую-то заметили. Я поняла, что им нужно всем ехать в Якутию за всеми этими сюжетами, за всеми фильмами черпать. Да. Мировой фильм, который поставлен в документальное обстоятельство. Приехал он к нам из Якутии. Называется он «Бол Дьё Сёгёй». Нахан Махтал Барагадигар. Большое спасибо всем членам жюри, которые посмотрели нашу работу. От главного режиссера фильма Сергея Потапова всем большой привет. Я помню, показ был нашего фильма на фестивале ночью, да, по нашему времени, Да. вечернее-то время было, ты нам писала с волнением. И как зритель воспринял его? Поскольку наша работа очень сильно кардинально отличалась от всей программы выбранной, они нас удостоили специального упоминания жюри за смелый эксперимент с формой. А победителем в нашей программе стал фильм «Собиратели морской травы». Тоже документальный фильм. Тоже документальный фильм, 70 минут, хрон, Марии Мурашовой фильм, режиссер. А в прошлом году, Сардана, фильм «Джагаи» на нашем фестивале же тоже его Он очень... открывал наш фестиваль, я помню, были очень такие приятные отзывы после просмотра. И я сама, честно говоря, работала с жюри, получается, да, с тюрко-монгольской программой. Я помню, как очень эмоционально они обсуждали этот фильм. И были мысли о том, что это определенно что-то новое какое-то веяние, новое направление в кино. И в целом вообще возможно, что якутское кино как раз-таки в этом направлении, возможно, заявит о себе в будущем. Сотору Тайман Тапталы. Тайман Тапталы, неразгаданная любовь, тоже документальное кино, да, с элементами художественного. То есть очень такая сильная работа, которая была отмечена уже до этого на нескольких кинофестивалях международных, получила такие призы. Даже И последняя на да, Всемирном фестивале. Да, азиатского кино за лучшую музыку. Так что многие эксперты, которые разбираются и смотрят якутское кино, говорят, что якутское кино ищет свое направление какое-то, да. Возможно, это и есть то самое, просто, скажем, предположение, да. Документальное кино, оно не выходит на широкий формат, да, и его мы можем посмотреть, если он есть в интернете, либо по телевидению. И какое оно должно быть, почему так?
мне кажется, это как раз вот очень плохо, будем говорить, да, как у Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо. Вот это очень плохо, что документального кино нет широкого экрана, как у художественного кино, да, проката у него нет. У нас в Якутии вообще, получается, нет документального кино, это белое пятно. Белое пятно совершенно, да, это единичные работы, которые вот всплывают на фестиваль либо в пределах самой республики, либо за пределами республики. Поэтому тут такой непочатый край работы, да, но абсолютно всем. И сценаристам, и режиссерам, и продюсерам для документального кино. Я только хочу сказать вот что. Я поняла из всех фестивалей, побывав на многих, да, что документальное кино, я бы определила так, оно должно быть гражданским, оно должно быть христианским, и оно должно быть пушкинским. Вот это самое главное для документального кино. Важно сейчас продумать позиционирование его, потому что современные прокатчики – это уже совсем другие люди, им нужно доказывать, что это нужно показывать зрителю. И поэтому нужно думать о формах, как его преподнести. Те же фестивали, вот фестиваль «Доброе кино», говорят, вообще великолепно прошел. И тут, наверное, успех прежде всего зависит от тех акцентов, которые расставили сами организаторы. Они сумели, их профессионализм, даже те люди, которые не попали на него, сейчас вот кусают локти. И поэтому я думаю, что, ну, прежде всего, интернет – это уже для тех, кто действительно интересуется документальным кино, это большое поле, где можно найти массу, как говорится, интересного. А для широкого зрителя об этом просто надо, ну, очень хорошо подумать и очень хороший менеджмент. Ну, я думаю, что вот «Тая Манг Тапталы», тот же фильм, он выходил уже на большой прокат, на широкий экран, и люди на него ходили. Я вам желаю смотреть только хорошее кино. До следующих встреч в эфире.